Слово, которым я хочу поделиться с вами сегодня, верю, вас вдохновит и ободрит. Скажите, вы читаете книги? Кто-то из вас? Ну, хотя бы раз в жизни читали книгу, нет? Да, слава Богу. Недавно во время прочтения книги я обратил внимание на то, сколько свободного места есть вокруг текста. Да, вот книга. Я, кстати, занимался издательством больше 11 лет, поэтому много издавал книг. И книга дар для человечества, мне кажется. И вот очередной раз, когда я читал книгу, я обратил внимание, сколько свободного места есть вокруг текста. И мне стало любопытно, сколько места на странице занимает текст, а сколько места на странице занимает вот это вот свободное место. И оказалось, что если говорить усредненно, то для стандартной книги соотношение примерно такое. 30-40% площади страницы занимает текст, а 60-70% остается на воздух. Воздух – это термин, который используют верстальщики, те, кто верстают книги. Это межстрочные пространства, места на полях, да, это называется воздух. И знаете, как я называю пространство между строк? Я это пространство между строк называю территория Бога. Вы скоро все поймете. Наверное, у вас есть дома бумажная Библия. Я помню свою первую бумажную Библию. И моя первая бумажная Библия, как и вторая, и последующие, была очень часто подчеркнуто, там, местописание об исцелении, там, волнистой линии, там, местописание, там, еще на какую-то тему, там, точкой с пунктиром. Да, на полях я очень любил писать какие-то свои откровения, которые я получал, пока я читал Библию. То есть есть некий текст, да, но есть еще вот это свободное место, есть место, где Бог может обращаться к нам, где Бог может говорить в нашу жизнь. И я думаю, что зачастую мы с вами видим Бога между строк в нашей жизни. Ну, ты планировал пойти, может быть, куда-то на встречу с друзьями. И пока ты там был на встрече с друзьями, встретил будущую там свою жену, например. Ты не думал, что ты встретишь там будущую свою жену. Ты просто шел на встречу с друзьями или будущего мужа, да? Или потом поженились, и вы думаете, поедем в отпуск, отдохнем в Сочи. И вы думали, мы просто поедем, отдохнем в Сочи, а вернулись с дочкой оттуда уже. Вы не планировали детей еще заводить, но дети награда от Господа, да? Поэтому есть что-то, что еще Бог сделал, сверх того, что вы планировали. Может быть, вы думали пойти еще куда-то, и там вдруг нарисовались какие-то встречи, может быть, что сопутствовало развитию какого-то бизнеса в вашей жизни, ну и так далее. То есть есть что-то, что мы планируем, а есть что-то, что приходит сверх того, что мы планируем. Евангелие и Слово Божье в целом, и Ветхий и Новый Завет сравнивают жизнь человека с книгой. Например, псалмопевец Давид сказал буквально следующее в 138-м псалме: «В твоей книге записаны все дни, назначенные мне». То есть одна книга, в которой записаны имена наши. Это книга жизни. И есть еще книга, о которой говорит здесь псалмопевец Давид, книга, в которой записаны все дни нам назначенные. То есть, в принципе, можно было бы сравнить жизнь человека с книгой. И в этой книге есть что-то, что пишем мы, да? Есть наш текст, но есть еще свободное место, территория Бога, где Бог еще совершает свою работу. Поэтому каждый раз, когда мы делаем планы, давайте будем помнить, что есть территория от Бога, и Он пишет эту книгу нашей жизни вместе с нами. В притчах есть такие слова. Сердце человека, сказано, обдумывает свой путь. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Давайте еще раз. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Что это значит? Это значит, что человек строит планы.
Да? Он обдумывает свой путь. Я думаю, что в моей жизни будет это и будет то, год будет таким, месяц будет эдаким, день рождения пройдет вот так. Ну, в общем, мы что-то планируем. Да? Сердце человека обдумывает свой путь. Но Господь, написано, Господь, Он управляет шествием человека. В конце концов, Бог направляет наши пути, где мы в конце концов окажемся. Хочу рассказать вам об одной истории, которая произошла в книге «Деяния апостолов». У нас, к сожалению, нет времени прочитать всю эту историю. Но в книге «Деяния апостолов» есть история о том, как апостол Павел вместе со своими друзьями, у него была команда, которая следовала вместе с апостолом Павлом, они проповедовали Евангелие на территории Турции. И они проходили там по разным городам на территории Турции. Они служили в городах под названием Дервия, Листра. Вот. И апостол Павел, коль уж он уже находился в Турции, он хотел там же, в Турции, продолжить свое служение. И они хотели пойти во Фригию, в Асию, в Вифинию. Но Слово Божье говорит, что когда они делали эти попытки пойти в эти города, Дух Божий их туда не допустил. То есть... Я, честно признаться, не знаю, как это было. Так что, ну все, идем во Фригию. И Господь такой, нельзя. Я не знаю, может быть, это было так, может быть, просто у них не было в сердце мира по поводу того, чтобы пойти в то или иное место. Ну, так или иначе, они попытались во Фригию, попытались в Асию, и потом, миновав Вифинию, написано, они оказались в городе, который называется Троада. Да? Они оказались в городе, который называется Троада. Троада, надо сказать, это важный портовый город на северо-западе Малой Азии. Это, кстати, тоже на территории Турции, даже современной Турции находится. Вот. И отсюда, из этого места, в то время, был самый короткий путь в Европу. Был самый короткий путь в Македонию. И вот апостол Павел, находясь в Троаде ночью, Слово Божье, вы можете всю эту историю прочитать в книге Деяний, 16 главе, он ночью видит видение. В этом видении ему предстоит мужчина, некий муж, македонянин, и он говорит, пожалуйста, придите к нам в Македонию, помогите нам. Удивительно, что в это время, Павел находился уже в Троаде. То есть, смотрите, апостол Павел думал, будем служить на территории Турции. Да? Он обдумывал свой путь. Помните, да, что мы читали? Человек обдумывает свой путь. Мы пойдем в Вифинию, мы пойдем вот сюда, мы пойдем вот сюда, но Господь, написано, управляет шествием его. И Павел, сам того не подозревая, ведь он не знал, какое видение он увидит, правильно? Это у Бога были планы. Он оказался в Троаде, а Троада – самый близкий путь в Македонию. Поэтому, когда он видит это видение, он говорит, ну, ребята, мы уже в Троаде, нам здесь до Македонии рукой подать. Ну, как до Мирного доехать. Ну, как бы рядышком. Говорит, давайте туда отправимся. И они собираются вместе и отправляются в Македонию. И когда они приходят в Македонию, естественно, они начинают знакомиться с разными людьми. И среди прочих людей они встречают одну женщину, которую звали Лидия. Давайте прочитаем про Лидию. Среди людей, имеется в виду, с которыми апостол Павел общался, среди них была одна по имени Лидия из города Фиатиры, которая торговала дорогими пурпурными тканями. Лидия чтила Бога, и Господь открыл ее сердце к тому, что говорил Павел. После того, как она и ее домашние были крещены, она пригласила нас к себе. И вот что она им сказала. Если вы считаете меня верной Господу, то придите и погостите у меня в доме. И упрашивала она, и уговаривала нас, написано. Представляете? Смотрите, Лидия, особенная женщина. Она была из города Фиатиры. Фиатира – это город в Турции. Явно женщина была преуспевающая. Это была, можно сказать, такая бизнес-леди, которая работала в люкс-сегменте. То есть она продавала дорогую ткань. Да? То есть она не просто продавала ткань, она продавала дорогую пурпурную ткань. Люкс-сегмент, бизнес-леди. Да? И вот эта женщина, торговавшая, стала христианкой, обратилась к апостолам со словами: «Если вы считаете меня верной Господу». То есть в ее словах была настоящая отвага. Согласитесь, не так просто бывает подойти к людям, таким как апостол Павел. Подойти еще и уговорить их прийти к себе домой. Судя по тому, что мы читаем в Библии, у Лидии было два дома. Один был на территории Турции,
другой был вот в Филиппах, собственно говоря. И из-за того, что она была в Турции, я думаю, у нее дома даже хамам был. И вот она уговаривает апостола Павла. Я не знаю, как это было, потому что тогда же не было социальных сетей. Она не могла открыть. Смотрите, у меня 8 спален. Ну так, знаете, хамам. Да, приходите ко мне, вот большая летняя кухня. Но они должны были ей довериться и пойти. И что происходит? Друзья мои, ее дом Лидии становится первым офисом, если хотите, штабом по распространению Евангелия в Европе. До этого Евангелия еще в Европе не было. Македония была первое место. И как это происходит? Ну, это происходит так, как говорит Слово Божье. Человек обдумывает свой путь. Апостол Павел думал, мы пойдем сюда. Он думал, мы пойдем сюда. Но Дух Божий их не пустил. И в конце концов их пути, да, Бог направляет шествием его, привели их сначала в Трааду. В Трааде Бог дает ему видение. И после этого видения они отправляются в Македонию, встречают Лидию. Лидия, да, будучи бизнес-вумен, принимает их к себе домой. Что делает Господь? Посмотрите. Бог объединяет два богатства. Он берет богатство этой женщины. Богатство этой женщины было материальным, приобретенным через бизнес. И богатство апостола Павла. Оно было интеллектуальным, духовным богатством. Они оба были богаты, но просто каждый в своей сфере. Да? И Бог объединяет эти два богатства для того, чтобы принести Евангелие в Европу. Вау. Он соединяет их вместе. Слово Божье распространяется по всему континенту благодаря вот этим событиям. Я хочу, чтобы вы, дорогая церковь, обратили внимание, как действует Бог. То есть у нас есть планы, у нас есть мечты, есть то, что мы хотим совершить. Да? Это наш текст, это то, что мы написали, наши 30%. Но вокруг наших планов есть так много еще свободного места, есть территория Бога, где Он всемогущий совершает свою работу. Аллилуйя. Я не знаю, меня это вдохновляет. Потому что у Бога есть так много свободного места. Давайте расскажу вам еще одну историю. Уже это про наших современников. О том, как обратился к Богу один великий человек. Но сначала прочитаем еще один отрывок из Священного Писания. Там же в притчах, в 19 главе есть такие слова. «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Я хочу рассказать вам об одном значимом человеке в нашей истории, о котором вы, скорее всего, никогда не слышали. Его звали Мордекай Гэм. Мордекай Гэм, у меня даже есть его фотография, вы можете ее увидеть, я думаю, сейчас на экране. Мордекай Гэм, он не был знаменитостью, он был проповедником, проводившим палаточные богослужения евангелизационные на рубеже 19 и 20 веков. Что это значит? Это означает, что в небольшие деревни, в небольшие городки приезжала команда служителей, они раскрывали такую большую палатку. Знаете, вот как сейчас цирк, да, приезжает в какие-то маленькие места, они ставят палатку, и, собственно говоря, когда цирк приехал, вся деревня туда собирается. И вот он занимался чем-то подобным, ставил эти палатки в небольших городах, да, это такой шатер, куда собирались люди для того, чтобы послушать проповедь. И вот в один из дней, в 1934 году, он проводил такое служение, и мимо палатки проходило два 14-летних подростка. И они увидели шатер и услышали издалека смелую проповедь о любви Отца и думали, пойдем сходим в шатер. Теперь, куда эти шли мальчишки, мы не знаем. Но я не знаю, куда ходят мальчишки 14-летние. Может быть, они шли на речку. Утром проснулись, чем будем сегодня заниматься? Пойдем на речку, пойдем покупаемся, да, раков будем драть, там, я уж не знаю, какие у них были планы. В общем, пойдем на речку. Хочу напомнить вам этот отрывок из Священного Писания, да? Много замыслов в сердце человека. То есть у этих ребят были какие-то замыслы утренние. Если бы они жили в Караганде, как я, они бы, может быть, пошли в асики играть. Ну, это костяшками, когда там выбиваешь из круга. Вот. Но тут, наверное, они на речку шли. Я не знаю. Куда-то они шли. И вот пока они идут на речку, они вдруг смотрят, эх ты, говорит, смотри, цирк приехал.
Давай, говорит, зайдем туда, давай посмотрим, что там в этой палатке. И вот они приближаются к этой палатке, слышат, что там кто-то проповедует, как я, например, сегодня, проповедует о любви Отца. И они такие, надо зайти внутрь. И они идут внутрь, и когда они приходят, в палатке нет свободного места. Я не знаю, как вы себя ведете, когда нет свободного места. Мне, например, давайте какой-нибудь пример. Вот я часто по долгу службы летаю. Бывает, я прихожу в зал ожидания, где вот перед вылетом, и там секции, такие сегменты стоят в залах ожидания, скажем, по 5 кресел, да? 5 кресел, 5 кресел, 5 кресел. И если, например, 4 места заняты и одно свободное, мне как-то неловко идти и садиться вот туда 5-м. Я как-то, неловко мне, я обычно мимо прохожу. Я вам больше скажу, даже если 2 места свободных, мне все равно неловко как-то вот между людьми садиться там. Есть такое, да? Я вам больше скажу, даже если 3 свободных места, мне как-то тоже, неловко. Если 4, я уж, может быть, как-то вот с другой стороны сяду. Да, но все равно как-то вот это вот ощущение неловкости. Так я смелый мужик, я считаю. И мне даже неловко там вот садиться между этими людьми. А тут мальчишки 14-летние, они заходят в аудиторию, да, 14-летние пацаны, они видят все места заняты, они такие, пойдем на речку. И они разворачиваются от этой палатки и уходят оттуда. Уходят в сторону речки. Но вот что происходит, друзья мои. В это время там в палатке был служитель. Какой-то служитель, мы его имя до сих пор не знаем. Мы не знаем, как его звали. Его имя никому не известно. Он побежал за этими мальчишками, догнал их и говорит, эй, вы куда? Они говорят, мы на речку. Он говорит, вы же почти до палатки дошли. Они говорят, там нет свободных мест. Он говорит, ребята, не переживайте, я вам найду свободное место. И он берет этих 2 пацанов, ведет их назад в палатку, взрослых людей раздвигает и садит этих пацанов прямо туда на скамейку. Мне кажется, уже до сих пор интересная история, правда? И эти 2 мальчишки послушали проповедь о любви Отца. И в тот день, друзья мои, оба мальчика посвятили свою жизнь Иисусу Христу. Сейчас, по-моему, хороший момент, чтобы Господу поаплодировать. Аминь. Оба мальчишки отдали свою жизнь Иисусу Христу полностью, без остатка, на служение Богу и Его целям. И то, чего вы не знаете, что одного из этих ребят звали Билли Грэм. Второго мальчишку звали Грэди Уилсон. Билли Грэм проповедовал Евангелие большему числу людей, чем кто-либо в истории мира. Десятки миллионов людей были приведены к Царству Божьему благодаря его проповеди. А Грэди Уилсон, который был вместе с ним, именно он помогал Билли Грэму организовывать все его евангелизационные кампании. Вот сейчас, по-моему, вообще хороший момент, чтобы Господу поаплодировать. Аминь. Итак, что Слово Божье говорит? Слово Божье говорит, что много замыслов в сердце человека. Эти пацаны проснулись утром, они думают, сегодня мы пойдем на речку. Но мало знали они, что у Бога в это время тоже были свои планы. Есть еще территория Бога, которую мы не должны забывать. Есть мои планы, что я собираюсь сделать. Это мои там несколько процентов. Но есть еще территория Бога, когда Бог говорит, да-да-да, вы пока пойдете на речку, у меня еще вот такие планы на вас есть. Аллилуйя. Вот что важно заметить. Мир изменил не Билли Грэм и не Грэди Уилсон. И не тот малоизвестный служитель, который проводил палаточное служение. Мир изменил один человек, который не позволил 2 подросткам уйти от лица Божьего. Он про себя думал, этот служитель. Я не знаю, как его звали. Может быть, это была какая-то служба порядка или служба гостеприимства. Я не знаю. В нашей, например, церкви есть служители, мы их называем пастор фойе. Потому что всегда есть какие-то люди, которые хотят свинтить с богослужения. И у нас в фойе всегда есть люди, которые заботятся об этих людях. Да, угощают их чаем, общаются с ними, разговаривают. Пастор фойе, да? И вот он, может быть, был таким пастором, там не фойе, а там какая-то палатка была, да? Но так или иначе, он взял этих мальчишек и пригласил их, говорит, ребята, я помогу вам найти место. Аллилуйя. Друзья мои, посмотрите, снова Бог берет и действует, и делает то, что Он хочет. Снова этот принцип, да, у нас бывают свои планы, как у этих 14-летних мальчишек, но это был написан текст у них, да, но у Бога по-прежнему много места на полях, этот вот воздух, который нам всем так необходим.
Скажите со мной это слово «воздух», пожалуйста. Да, запомните это слово, мы чуть позже к нему вернемся. Знаете, думая про Билли Грэма и Грэди Уилсона, я вспоминаю свою историю обращения. К счастью, я помню молодого человека, который проповедовал мне, и он и представить не мог, что я когда-то буду помогать церквям и, например, буду проповедовать в Якутске. Откуда он мог знать, да? Но история примерно такая. Моя мама каждый год отправляла меня к бабушке на 3 месяца. И я, как вы помните, жил в Караганде, и мы ехали к моей бабушке, там через Москву нужно было ехать, там в сторону Белгорода. И когда моя мама меня провожала, она плакала. Я, честно признаться, когда был юношей, всегда думал, что она плакала от печали. Ну, что сын уезжает, там все такое. Но годы спустя я понял, что не, это были слезы радости. 3 месяца без него. У-ху! 3 месяца свободы родителям. Ну, так или иначе, мы зашли в купе, и там в купе был юноша примерно моего возраста, его звали Женя, и его мама. И тогда моя мама, увидев Женю, сказала: «О, здорово, хоть будет с кем в карты поиграть». На что мама этого юноши сказала: «Ну, не знаю, как насчет в карты, а Библию точно почитаем». И вот мы отправились в эту поездку, друзья, и Женя испытал на мне за 3 дня все уроки воскресной школы. Он заходил и там из песен песней даже заходил, из книги Царств, там, и из Откровений. В общем, он со всех сторон заходил на меня, лишь бы вот как-то затронуть мое сердце. И среди прочих вещей, слов, которые Женя мне говорил, он сказал: «Сергей, у Бога есть планы на твою жизнь». И я подумал: «О, здорово, потому что у меня как раз никаких планов на жизнь нет». И мысль о том, что Бог меня сотворил, была мне более симпатична, чем то, что я от обезьяны. И я подумал: ну, наверное, если Бог меня создал, Он знает зачем. И лучшее, что я могу сделать, это посвятить Ему свою жизнь. 3 месяца спустя я пришел в церковь, когда вернулся с этой поездки, и помолился молитвой покаяния. Друзья, я уверен, если вы будете внимательными к своей жизни, вы обнаружите, что у каждого из вас есть свой Женя. Вы понимаете, о чем я? У каждого из вас есть какой-то свой Женя. Человек, которого Бог вам послал на помощь в какой-то момент. Вы думали: как я разрешу эту проблему, как я разрешу эту ситуацию. Но вдруг кто-то появился, какой-то Женя, и дал какую-то рекомендацию, да? Или познакомил с нужными людьми, или, может быть, помог материально. Может быть, дал какое-то направление, которое стало судьбоносным в вашей жизни. Есть мы, есть наши планы, текст, который мы пишем. Но одновременно с этим есть еще Бог и Божьи планы, которые Он совершает. Аллилуйя! Давайте еще кое о чем поговорим с вами. Помните, мы говорили про воздух, про дыхание Божье хочу поговорить с вами. В книге «Бытия» во 2 главе есть такие слова. «Тогда Господь Бог создал человека из земного праха и вдунул ему в ноздри дыхание жизни, и человек стал живым существом». Тут снова мы видим этот принцип, да, есть глина, что-то, что материальное, да, это только часть творения. Но без Божьего дыхания глина останется глиной. Без Божьего вмешательства планы останутся планами без Его силы. Даже эта проповедь, которую я проповедую сегодня, без Божьей силы будет лишь словами, которые сотрясают воздух и не принесет никаких перемен. Но когда Бог действует, тогда мы слышим Слово Божье через Духа Святого. Оно дает каждому то, что ему нужно. Так бывает, приходишь на домашнюю группу после богослужения. Я не знаю, если у вас есть такая традиция в Москве, на домашних группах люди обсуждают проповедь, которая была в воскресенье. И бывает, спрашиваешь у человека: расскажите, что вы почерпнули для себя на богослужении. И какой-то человек что-то рассказывает. Ты думаешь: любопытно, я на это вообще не обратил внимания. Другой человек рассказывает что-то совершенно другое. Ты думаешь: интересно, я вообще на это не обратил внимания. Третий рассказ, 4-й, 5-й, и каждый почерпнул что-то свое. И ты сидишь, думаешь: я вообще на том собрании был или нет? Как будто бы каждый услышал что-то совершенно свое. Но так и работает
Господь. Так и работает Дух Святой. Он каждому разделяет в зависимости от ситуации, в которой он находится. Каждому человеку. Поэтому, друзья мои, жизнь меняется по мере того, как мы ходим в церковь, потому что Дух Святой работает с каждым человеком отдельно. Хочу рассказать вам о том, что со мной однажды произошло. Это было после моего обращения к Богу. Я помню, я вернулся домой, может быть, месяц прошел. И тогда еще программа телепередач была в газете. Помните, на центральном развороте? И потом, я не знаю, как в вашей семье, в нашей мы ручкой обводили там, я обводил в основном «Спокойной ночи, малыши». Ну, там «Что, где, когда», КВН. Ну, вы понимаете, да? Что-то такое. Вот. И я помню, был какой-то фильм. Я думаю, надо фильм этот посмотреть. Я себе сделал бутерброды с докторской колбасой, чаек себе собрал, все. И посмотрел фильм, и реально классно время провел. Потом прошло время, может быть, около года. Я прихожу домой очередной раз и смотрю, опять тот же самый фильм идет по телевизору. Я думаю, надо опять посмотреть. Я опять себе делаю бутерброды, значит, чай, сажусь смотреть этот фильм. И пока я его смотрю, минут 10, наверное, прошло, я думаю, какая гадость вообще этот фильм. Это что за фильм такой? Он вообще... он недостоин того, чтобы я его смотрел. И тогда вопрос, думаешь, что фильм, что ли, хуже стал за год? Да нет, он какой был, такой и остался. Но что-то изменилось. Я изменился. И когда я анализирую, что я за этот год сделал, да я ничего особенного не сделал. Я просто в церковь сходил раз 50. Я раз 30 на домашнюю группу попал, раз 10, может быть, на молитву, занимался еще какими-то духовными дисциплинами, там Библию читал, в служение вовлекся. И сам того не подозревая, я вдруг обнаружил, что я стал другим человеком. Пока я просто был в церкви, Господь сверхъестественно, Духом Святым, что-то там внутри меня менял. Сверхъестественно что-то там менял. Поэтому мы, пасторы, часто говорим вам, не оставляйте собрание своего. Почему? Не потому, что вот галочку надо какую-то где-то поставить, а потому что мы понимаем, что в это же самое время, пока вы в собрании, может быть, вы не думаете о том, что сейчас что-то особенное происходит. Не-не-не. В видимом ничего не происходит. Но есть этот воздух, который мы не видим. Никто из вас воздух сейчас не видит. Но поверьте мне, выкачаем мы воздух из этого помещения, мы быстро обнаружили, что чего-то важного не хватает. Есть дыхание жизни. Мы думаем, я просто приду в церковь в воскресенье. Есть мой план, да, мой текст, который я написал. Я иду в церковь в воскресенье. Но пока ты выполняешь свой план, в это же самое время Бог совершает свою работу. Бог совершает свою работу, делает то, что Он сам хочет. Есть дыхание жизни, есть Божье присутствие здесь. Кстати, имя Бога, одно из имен Бога, это имя Яхве. Вы, наверное, слышали. Яхве. И в самом звучании этого имени сокрыта жизнь. Оно состоит из глухих, гортанных, согласных и дыхания одновременно. То есть это глухие, согласные и дыхание. То есть оно звучит как ритм Вселенной. Я вам сейчас покажу, как это звучит. Это мягкий выдох. Ях. И потом вдох. Так звучит имя Бога. Я не знаю, сколько дыханий делаете вы в минуту. Я примерно 14. Я 14 раз в минуту провозглашаю имя Бога. Попробуйте. Даже грешники. Даже люди, которые еще никогда в жизни не были в церкви, провозглашают имя Бога в своем дыхании. Как так? Да потому что Бог, когда сотворил человека, Он вдохнул в него дыхание жизни. Вдохнул в него дыхание жизни. Поэтому каждый раз, куда бы мы ни пошли, мы все время провозглашаем имя Бога. Нам всем, друзья мои, нужно дыхание жизни, воздух от Бога, без которого мы никак не справимся. Он нам нужен, да? И в этом году, и в следующем году, и сколько бы Господь не дал нам дней жизни, нам нужен Господь.
Нам нужно дыхание жизни. Поэтому есть вот эта территория Бога. Может быть, ты думаешь, мне нужна помощь от Бога. Я не знаю, в какой вы находитесь ситуации. Может быть, в семье, например. И у вас есть, может быть, конфликт между родителями и детьми, или, может быть, между мужем и женой, или между, может быть, вами и вашими родителями, да, там, и так далее. У вас конфликт, вы думаете, что делать? И, может быть, вы решаете, давайте организуем какой-нибудь, ужин, что ли, семейный. Думаешь, что семейный ужин изменит? Может быть, сам по себе ужин, текст, который вы записали, мало чего изменит. Но если Господь туда придет, в этот ужин, тогда все может быть совершенно другим. Может быть, у вас еще есть какой-то вызов, и пастор объявляет о том, что будет молитвенное собрание. Ты думаешь, что это я пойду на молитвенное собрание, что оно изменит? Может быть, само по себе молитвенное собрание ничего не изменит, но если там Господь, то все может быть совершенно другим. Домашняя группа, не пойду на домашнюю группу. Что там на этой домашней группе? Я их уже видел 100 раз, этих людей. Они вообще мне мозги все проели эти своими проблемами. Ты можешь все равно туда пойти. И когда ты пойдешь, в это время Бог может совершать свою работу. И в самый неожиданный для тебя момент территория Бога, вот этот вот воздух, который окружает нашу жизнь, станет реальностью для тебя. Аминь. Поэтому, друзья, когда мы находимся сейчас в нашей жизни, мы планируем личную жизнь, планируем карьерный рост, планируем социальную жизнь, важно, чтобы мы в наших планах помнили то, с чего я, собственно, начал, что есть текст в книге, это наши планы, а есть воздух от Бога, Божья полнота. Он заполняет пространство между строк и на полях книги под названием «Жизнь». И зафиналить я хочу сегодняшнее послание тем, что чуть сбалансирую, потому что когда Бог, во всем, некоторые люди такие, теперь мне, значит, ничего не надо делать. Если Бог все сам совершает, значит, я тогда, буду как в том мультике, помните, где двое из ларца? Да? Пусть они все делают. Я просто буду наблюдать за тем, что Господь совершает. Это не совсем правильная концепция, поэтому я хочу чуть сбалансировать. Смотрите. Я верю, когда мы молимся, мы должны молиться так, с таким отношением. Все зависит от Бога. Это наше отношение в молитве. Все зависит от Бога. Но при этом, когда мы начинаем работать, когда мы начинаем действовать, мы должны включить еще одно отношение, которое звучит так, да, трудись так. Все зависит от меня. И эти два, они не противоречат друг другу. Все действительно зависит от Бога, и все действительно зависит от меня. Скажешь, как это работает? Смотрите, в первом послании к Коринфянам, например, есть такие слова. «Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий». Скажешь, пастор Сергей, смотри, насаждающий, поливающий есть ничто. Это все Бог, который взращивает. Тут важно вот что. Давайте так я спрошу. Скажите, пожалуйста, кто взращивает в земле картошку? Почему она растет? Это от кого зависит? Вы как-то влияете на это, или это Бог все-таки совершает? Да, то есть сам рост в земле, это Бог дает. Вы ничего не можете сделать по этому поводу, правильно? Но вы все равно делаете свою часть. Да? Это же вы картошку туда положили, правильно? Это же вы ее поливали. То есть ваша часть, вы ее посадили, вы ее поливали. Но рост этой картошки дает Господь. Аминь. Если не вырастет, землю поменяйте тогда. Почва, значит, плохая. Я же говорю, от почвы зависит, да? Если вы сеете не туда, тоже об этом Библия говорит, куда сеять надо, чтобы почва была правильная. Или, например, дети, да? Дети – это награда от Господа, правильно? То есть Бог дает детей. Окей. А кто потрудился, чтобы они зачались? Окей, получается, что да, есть наша часть, да, но есть Божья часть. Поэтому молись так, все зависит от Бога, но трудись так, все зависит от меня. И то, и другое имеет значение, и то, и другое очень важно. Да, и здесь есть прямая параллель с духовной сферой. То есть мы трудимся, но рост дает Господь.
В другом месте Писания Священном написано: «Но сокровище сие», это в послании к Коринфянам, «но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Откуда сила? Откуда рост? От Бога приходит. То есть мы глиняные сосуды, но сила и слава за успех принадлежат Богу. У меня есть хороший приятель, его зовут Юрий. Когда-то, я много лет назад венчал его и, соответственно, его жену. И до венчания они проходили такой курс по подготовке к созданию семьи. И пока мы общались вместе, я задавал разные вопросы. И среди прочих вопросов я спросил у Юры, я говорю: Юра, о чем ты мечтаешь? Он говорит: ты знаешь, я мечтаю о том, чтобы мне взять золото на Олимпиаде в Лондоне. Я говорю: классно, Юра. Я говорю: а что ты для этого делаешь, чтобы взять золото в Лондоне? Он говорит: для этого я, говорит, утром гребу 30 километров, а он на каное, знаете, вот это вот. Он говорит: я утром гребу 30 километров, я, говорит, вечером гребу 30 километров, и днем я еще гребу на специальных тренажерах. 6 дней в неделю. У него на лодке даже одно время было написано: Иисус всегда первый, я всегда второй. И когда он прошел все отборочные и попал на Олимпиаду в Лондоне, был финал. И так случилось, что финал был в воскресенье. Мы вывели прямую трансляцию прямо на экран. И когда начался этот, заплыв или загреб, я не знаю, мы все молились, всей церковью, за Юру и за его партнера. Они в двойке вместе шли. И они на полкорпуса обогнали ближайших преследователей и взяли золото на Олимпиаде в Лондоне. Слава Богу. И когда они пересекли финишную прямую, там, естественно, были фоторепортеры. И они сфотографировали в момент пересечения финишной черты двух победителей. И Юра, он был первым в каное, он сделал так. Есть фотография, где он сделал так. А его партнер, который греб вторым, он сделал так. А фотография была сделана в фас. И получилось очень мило. То есть одну руку ты видишь туда, и еще 2 руки сзади вот так. И я подумал, это очень хорошая иллюстрация. Это очень хорошая иллюстрация. Мы с одной стороны полностью уповаем на Бога. Мы полностью доверяем Ему. Но с другой стороны мы много работаем. Мы доверяем Богу в том, какой будет наша семья. 100% доверяем. Но при этом мы работаем над тем, чтобы семья была крепкой. Мы доверяем Богу в вопросах того, каким наше будет финансовое обеспечение. Конечно, да, но мы при этом работаем. Бог обещал благословить дела наших рук. Мы доверяем Богу, это Его церковь, церковь Христова, конечно, церковь Христова, но при этом мы много работаем, чтобы пробуждение случилось в городе. Сегодня мы пели эту песню «Ты Бог пробуждения». Мне однажды друг один сказал: Сергей, знаешь, как пишется слово «пробуждение»? Я говорю: как? Он говорит: слово «пробуждение» пишется так: работа. Само по себе это не произойдет. Но если мы будем трудиться, тогда обязательно произойдет. Слово Божье говорит: со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Это великолепно местописание показывает баланс. То есть наша ответственность, вы совершаете свое спасение, но есть Божье действие, Бог производит вас. Понимаете, да? Вы совершаете, но Бог производит. Мы опять видим это, что и есть часть, которую делаю я, и есть часть, которую делает Господь. Иаков говорит: вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, живы будем, то сделаем то и другое. То есть он здесь прямо учит планировать будущее с оговоркой на суверенную волю Божью. Чтобы мы доверяли Богу, ты, Бог, будешь вести. В притчах сказано: коня приготовляют на день битвы, но победа, она от Господа. Да, есть наша часть, мы готовим коней, мы готовимся сами, но победу Бог дает. Ну и последнее место Писания на сегодня, которое я хочу для вас прочесть. Тоже, кстати, в притчах сказано так: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Как это работает? Смотрите, сказано: во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои, то есть направит твои шаги. Послушайте, это самый, может быть, ключевой и важный момент.
моего сегодняшнего послания. Смотрите, люди разные, проходят разный путь. Да? Ну, например, был юноша, женился, стал мужем. Когда он стал мужем, он начал путь мужа. До этого он не был мужем, но он начал путь мужа. Соответственно, основываясь на этом отрывке Священного Писания, он может познавать Бога в этом пути. Господь, каким ты хочешь видеть меня мужем? И по мере того, как юноша познает себя в качестве мужа, да, вот в Боге, Бог направляет его шаги. Потом прошло время, у них родился ребенок, и этот уже муж становится еще отцом. Он раньше не был отцом, но теперь он начинает путь отца. И он может познавать Бога в этом пути отца. Господь, каким ты хочешь видеть меня отцом? И по мере того, как мы познаем Бога в пути отца, Он направляет наши шаги. Подумайте, какой путь вы идете сейчас. Может быть, вы идете путь, не знаю, работодателя. Раньше вы не были работодателем, но потом открыли свой бизнес и стали работодателем. Хорошо, это ваш путь работодателя, да, может быть, предпринимателя. Господь, каким ты хочешь видеть меня предпринимателем? И по мере того, как ты познаешь Бога в этом пути предпринимателя, Он будет направлять твои шаги. Может быть, вы, дорогая сестра, стала бабулей недавно. Раньше вы не были бабулей, но у вас родился внук или внуки, и вы начали путь бабули. Господь, у меня новый путь, путь бабули, аллилуйя. Какой ты хочешь видеть меня, бабулей? Ты должна быть лучшей бабулей на районе. Когда ты начала этот путь, познавай Бога. Бог, я была мамой, да, я была дочерью, у меня были разные пути, но теперь у меня путь бабушки. Познавай Бога в этом пути, и Он направит твои шаги. Может быть, ты лидер домашней группы, у тебя есть путь лидера домашней группы. Господь, каким ты хочешь видеть меня лидером домашней группы? Может быть, ты ведешь воскресную школу там для детей. Господь, каким ты хочешь видеть меня лидером воскресной школы? Господь, ну и так далее. Вы, в общем, поняли идею, да? Какой бы путь вы ни шли, познавайте Бога в этом пути. Бог, каким ты хочешь видеть меня? Какой ты хочешь видеть меня? И Он тогда, написано, направит стези твои. Он направит твои пути, направит твои шаги. Поэтому главный вывод, друзья, мы не должны полагаться только на свои силы, коня или разум, но всецело доверять Богу. Всецело доверять Богу. Весь Божий народ сказал? Аминь. Давайте встанем все вместе.